Гомель, здесь Жлобин, здесь Могилев даже к нам присоединился. Вот, среди присутствующих есть мамы, которые голодали для того, чтобы в стране для жизни услышали желания, требования, претензии людей, считающих себя пострадавшими от беспредела власти. Вот. Я, наверное, уже затянулась к формату мероприятия. У нас есть микрофон, свободный микрофон, высказаться может любой желающий по теме, если кого-то коснулась проблема несправедливого приговора, если кто-то считает, что у нас отсутствует правосудие, будем рады услышать ваше мнение. Вот, и передаю слово кандидату, скажем так, хозяйке данного мероприятия. Татьяна Васильевна Коневская, мама 4 сыновей, бабушка 3 внуков, специалист с очень хорошим образованием, 19 лет работала именно в сфере образования. На данный момент она социальный работник. Татьяна Васильевна, расскажи о своей программе. Всем своим избирателям, а также гостям, которые пришли сюда, я вот здесь вижу представителей из Белой Руси, это люди, которые пришли посмотреть на нашу агитационный митинг, поэтому я тоже приглашаю вас присоединиться к нам, не быть сторонниками этого мероприятия. Вы знаете что, я скажу только одно. На решение вот это, выдвигать себя в качестве кандидата в депутаты, было, будем так говорить, не то что спонтанно, но мы понимали, что это шанс открыто говорить о той беде, которая существует в нашей стране. Это беда наркотики. Это беда не только тех, кто употребляет, это беда каждого, кто живет в нашей стране. Это может произойти в любой момент, даже если вам кажется, что вы идеальные родители, даже если вам кажется, что вы всегда все держите под контролем. Наркотики не выбирают свою жертву, они подкрадываются настолько незаметно, что вы даже не ощущаете этого. На данный момент Александр Григорьевич пытается обвинить нас, родителей, за наше плохое воспитание наших детей. Я неоднократно с экрана телевизора слышала, как он называет нас какие-то там матери 328. Он нас называет ноющие матери. Вы знаете что, я не хочу ничего говорить против нашего руководства. К сожалению, так случилось, что у нас президент 25 лет на этом месте, и изменить что-либо в этой стране мы сможем только тогда, когда у нас поменяется президент. Это будет в следующем году, мы будем принимать другое серьезное решение. Сегодня наша задача донести каждому белорусу, что беда наркотик может прийти в любой дом. И то, что мы оказались в центре этой беды, мы не молчим, мы говорим. Не для того, чтобы показать, насколько мы плохие матери или мы плохо воспитывали своих детей, чтобы, не дай бог, это не коснулось никого из наших белорусов. Это беда. И я хочу, чтобы вот именно для этого я пришла в эту кампанию. Я прекрасно понимаю, что у меня оппонентами являются провластные кандидаты, которые уже заранее знают, что они будут кандидатами в депутаты. Мне очень сложно противостоять этим людям, потому что... Послушайте, дорогая, вы что хотите, как у президента? Выключили? Чтобы Нет, было вы включите, я вам... Как у президента менять? Как в Украине хотите? Нет. Так Президента а что надо... вы говорите менять президента? Конечно. Вы у студентов спросили. Бессовестно. Не мешайте. Откуда ты взяла? Я прекрасно понимаю, что есть огромное количество людей, которые боятся перемен в этой стране. Поэтому я думаю, что мнение каждого человека, оно имеет право место быть. Но я все-таки хочу продолжить дальше, что мне тяжело противостоять провластным кандидатам. Мне очень тяжело, потому что, невзирая на то, что мое мнение поддерживает огромное количество моих избирателей,
Очень многие, я знаю, из других районов, даже из других городов Белоруссии говорят: Татьяна, как мы можем приехать и тебя поддержать? К сожалению, никак. Меня могут только поддержать жители Советского района. Должны сидеть только те, кто ввозит эти наркотики в нашу страну, те, кто реально торгует ими. Наши дети посажены в тюрьму не потому, что они продают, а потому что нужна была статистика. Милиции нужна была статистика в свое время. Когда в 2012 году, в 2012 у нас легально продавались спайсы в ларьках, все государство молчало. И только тогда, когда наши дети стали выпрыгивать из окон, наше государство спохватилось и сделало закон, который ужесточил меры наказания по статье 328. Это наркотическая статья. И вот тогда под эту марку и наша милиция, и наши суды стали просто выполнять план. Неужели вы думаете, что в стране с 9-миллионным населением 20 тысяч наркобаронов, столько людей уже осуждено по этой статье? Не может такого быть. Я считаю, что государство прикрывает этих наркобаронов. Оно дает им шанс торговать дальше. Потому что как ввозились наркотики в страну, так и ввозятся. Меньше не стало. Наши дети заложники этой же беды, которая называется наркотики. И именно поэтому я вышла в эту предвыборную кампанию, чтобы открыто говорить об этом, что наше государство прикрывает. А дома родителям и в школе учителям, а потом суды и все остальное. А вот это, что ваше написано, надо, чтобы учили детей в первую очередь. Понятно? А что вы сделаете? Скажите, что вы первое сделаете, когда придете в парламент? Я скажу вам одно. Мой сын не виноват. Ваш сын, что вы сделаете? В парламенте есть очень много разных функций. А почему ваш сын пошел наркоманить? Он не наркоман, его просто осудили, потому что нужна была статистика. Еще ни один наркоман не сказал, что он наркоман. Знаю. Я знаю. Скажите, пожалуйста, об этом мы говорим. Нужно менять здесь абсолютно все в этой стране. И пока мы будем молчать, просто вот эта вот статья, а когда мы столкнулись с тотальной несправедливостью, мы поняли, что нужно что-то менять. Если не будем менять мы, то не будет менять никто. В первую очередь наше государство должно подумать о здравоохранении. В нашей области нету здравоохранения. Когда трехмесячному ребенку нужно взять кровь из вены и нужно проехать полгомеля, чтобы найти коммерческую структуру, коммерческую поликлинику, где можно взять кровь из вены, где есть специалисты. А в государственных учреждениях таких специалистов нет. И это я на своей шкуре прошла. Моей внучке нужно было взять кровь на билирубин. Я проехала полгомеля государственных учреждений, и нигде, мне везде отвечали, что у них нету таких специалистов. Почему? У нас такая медицина. В первую очередь это медицина, во вторую очередь это образование. Чему нас учат в наших школах? Наши дети не знают своей истории, они не знают, совершенно не знают истории. Я живу в населенном поселке Чонки, да? У нас есть Чонковская школа, да? Наши дети в Чонковской школе, у нас стоит памятник воинам-освободителям. И наши дети не знают, для чего этот памятник там стоит. Они не знают, они катаются там на роликах, они там могут сидеть и пить пиво. У нас в поселке нету ни одной спортивной площадки. Построили в Севрюках одну единственную на 3 деревни: Севрюки, Поляна и Чонки. Когда стоял вопрос о том, чтобы построить еще в Чонках у нас площадку для детей, чтобы наши дети развивались спортивно, на здоровый образ жизни, да? Депутат Ткачев, который работает в райисполкоме, ответил, что нам не нужна в Чонках эта спортивная площадка, потому что есть она в Севрюках. И поэтому я призываю, прошу вас быть наблюдателями на этих выборах.
Если кто-то изъявит свое желание посмотреть, как изнутри проходит этот процесс подсчет голосов. Менять нам надо людям дать работу, нормальную работу, а не чиновникам как дают. Это еще не точка. Это первое. И нашим детям образование более нормальное. А не то, что сейчас ставят, что дети во втором классе проходят то, что дети мы проходили в 4-м, в 5-м, в 6-м классе. Но можно. Вы посмотрите, каждый завод закрыт. 4-дневки, 2-дневки. Удалось Вот и сделать так, что по этой статье уже есть. В основном люди уезжают за границу, работать там. Это Польша, Россия. Туда уезжают. Это уезжают все с завода. Ребята, которые никакого отношения не имеют ни к наркотикам, ни к чему. Это просто милицейская статистика. Я впечатление в этой системе полнейшая коррупция, подтушевывать уголовные дела, и народ никому не нужен. Занимается вымогательством денег у народа. Кто никогда в жизни... Нам всего не хватает. Пенсии много. Мало дали, как говорится. И к чему это идет, неизвестно. А за последние годы я своих товарищей хороню 50, 45, 55, 60. И никто не доживает до 60, редко. Так что тут просить? Я думаю, в Украине надо начинать все, конечно, и с людей надо начинать, чтобы в людях, в головах созрело то понятие, где мы находимся, где мы, что нам нужно сделать, чтобы мы жили лучше, что треба сделать. Первое, надо поменять отношения и власть поменять, чтобы власть могла меняться, чтобы она не была как бы заскорузлой, что она 25 лет не двигается ни вправо, ни влево, одни и те же обещанки, обыяковые такие размовы, а движения никакого нет. Если посмотреть на развитие нашей страны в течение 25 лет, куда ни кинь, и спорт, и медицину, и власть, и судебная, везде требуют реформы. Все. Если кто придет новый к власти, это непочатый край работы, просто непочатый край работы. И судебную систему, она должна быть разделена отдельно. Сейчас адвокат, он боится что-то сказать. У него есть лицензия. Если он что-то будет выступать, кстати, адвокаты как могут борются. Хоть они и боятся, но они все-таки борются. Но никто их в судах, никто их не слушает. Никому они... Если говорят белые, они говорят черные. Что-то объяснить, никто это не будет даже и воспринимать. Дальше, вот если по той проблеме 328, это колоссально. Молодежь практически отправили на такие огромные сроки. Пусть каждый подумает, если вот кто меня услышит, пусть подумает, поставит как бы себя на вот то место, чтобы получить 11 лет, 15, 11, 10, 8. Это не 2, не 3 года. И тюрьма никакого человека не исправляла. Прекрасный опыт есть борьбы с этими, вот, допустим, конечно, это негатив. Прекрасный опыт есть в разных развитых странах, в Европе. Там такого нет, там нет таких сроков. Там, если за что-то там посадят, это надо, наверное, тоннами какой-то страшного героина какого-то перевести или что-то там совершить такое ужасное. А здесь как будто бы все эти судьи, все эти прокуроры, они раздают эти сроки, как будто это не их годы, это они чужими годами рассчитываются, не прошло через них сердце, они не понимают, что творят в этой стране. Топливо, про бензин, то есть это сумасшедшее, мы куда идем? Что мы сможем в будущем купить за этих $300? Ничего. Ничего. Вот цена нашей свободы. То, что мы сидим дома и каждый думает про себя. Меня это не касается, ничего не знаю. Моя хата с краю. Это не так. Пока каждый человек не будет выходить на улицу и общаться с людьми, с властью, ничего не будет. Они чувствуют, что там покричат, повозмущаться и успокоятся. Сколько молодых пацанов пропадает. Им бы погоду хватило, чтобы осознать все и сделать выводы. Но нет же.
8, 10, 15 лет дают. Получить в 18 лет 15 это страшно. А в основном за то, что грамм травки. Помню, был предмет в школе «Моя родима Беларусь». Так нас там все родину любить учили. А сейчас сидишь и понимаешь, что живешь в стране, где УК противоречит Конституции. Ну, комментарий излишний. Что вы до сих пор не опускаете руки, и я думаю, что мы их не опустим в любом случае. Стану я кандидатом, либо нет.